Добрый вечер. Сегодня у нас в антракте любимый многими российский актер, который теперь активно осваивает роль режиссера-постановщика и руководителя театра. В Казань он приехал, чтобы оценить площадку для будущих гастролей своей труппы. Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков. Сергей Безруков – актер театра и кино. Уже год руководит Московским губернским театром. С 24 по 28 февраля в Казани пройдут гастроли труппы. Казанцы увидят 4 спектакля: «Нашла коса на камень» по мотивам произведения Островского, «Прекрасное далеко», «Первое и второе пришествие» и детский мюзикл про 3 отважных поросят. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Мы рады, что в феврале вы привезете в Казань ваш театр, Московский губернский театр. Все с нетерпением ждем ваших гастролей. Вашему театру уже почти год. Вот расскажите, пожалуйста, чем он сейчас живет и чем ваши постановки отличаются от постановок других театров? Человеческий театр, я об этом говорил. Что это означает? Театр, во-первых, доступный для всех, поэтому 2 спектакля «Нашла коса на камень» здесь в Камале мы покажем, в том числе и для людей незрячих и слабовидящих. То есть спектакли будут оснащены этой услугой тифлокомментирования. Так что имейте в виду, эти 2 спектакля будут с услугой тифлокомментирования. И Ирина Безрукова, моя супруга, выступит в роли тифлокомментатора. И для людей незрячих будет такая возможность, уникальная возможность увидеть, вот насколько это парадоксально звучит, и тем не менее, увидеть вживую, увидеть спектакль. То есть тифлокомментарий как раз дает такую возможность, комментируя то, что происходит на сцене. Это вообще такая уникальная услуга, которая существует в России, но в театре она впервые была введена только лишь в Московском губернском театре в сентябре прошлого года. Видите, как вот все складывается. Но здесь мы действительно сделаем это тоже в театре Камала. 2 спектакля пройдет с тифлокомментариями. Я надеюсь, что здесь подхватит эту эстафету и просто обучит. Там на самом деле все дело в обучении тифлокомментаторов. Это все не так сложно. Просто само обучение. Это нужно время, это нужно съездить в Москву и просто научиться этому в специальном институте, где готовят тифлокомментаторов. Что касается направления, человеческий театр. Театр для всех, для театрала, для эстета, для простого зрителя, для души. Потому что я считаю, что даже, не знаю, эстет-театрал, который, наверное, настолько тонко чувствует любую постановку, уже практически, ну, как сказать, порой бывает переевший, потому что, знаете, когда они уже знают, разбираются во всем, да, слишком капризны бывают, да, в восприятии той или иной постановки. Театр доступный для всех, для человеческий театр, для души, он понятен всем. Мне интересны люди. Во всех постановках люди интересны, персонажи, причем от легендарных личностей, знаменитых личностей, от легендарных поэтов и в то же время простых людей, таких как в «Первом и втором пришествии», допустим, которые живут в городе Полынск. Это произведение Алексея Слоповского, «Первое и второе пришествие», это спектакль в постановке Сергея Пускипалиса. Простые обычные люди, но в которых вдруг возникают необычные качества. Обычные люди, простые люди, или такие, как люди-ангелы. Вроде, с одной стороны, ангелы, но же обычные люди когда-то были. Обычные люди, простые люди. В «Прекрасном далеко», в постановке Павла Артемьева. Актерский театр мне очень интересен. Да, режиссура, безусловно. У меня у самого первая постановка, с которой я вышел, открывая театр, Московский губернский театр, год назад, как раз в декабре, я выпустил спектакль «Нашла коса на камень». Я сделал свою режиссерскую версию, я сделал свою инсценировку 3 пьес Островского, соединив, сделал оригинальное прочтение. Мне очень важно был актерский состав, актерский ансамбль «Нашла коса на камень». Приглашенный Дмитрий Дюжев, но все остальные артисты мои, 70 человек на сцене вместе с оркестром. Ансамбль, многоплановая, многослойная жизнь. Когда вы смотрите на сцену, это жизнь, жизнь, жизнь. Плюс, опять же, эпоха. Если это эпоха Островского, то на сцене мы должны чувствовать эпоху Островского. Это должны быть и костюмы, это все в звучании, в оркестре. Это должна быть эпоха Островского. Современное звучание в современных пьесах. Многое, что показывают по телевизору, к сожалению, уничтожает хороший вкус. Бьет по хорошему вкусу. Поэтому задача театра, наверное, прививать хороший вкус, к доброму, хорошему. Это не означает, что мы должны приходить в театр
отказываемся от всех проблем. И в театре мы не должны показывать проблему. Нет, мы можем говорить и освещать те или иные проблемы, но, тем не менее, даже если мы рассказываем о проблемах, все равно нужно немножко пофантазировать о пути и задачах выхода из этих проблем, на самом деле. Очень важно. Пофантазировать хотя бы. Театр для души, для того, чтобы все-таки о хорошем, я не знаю, ну что-то пофантазировать на эту тему, хотя бы. Вы обращаетесь к русской классике. Недавно вы получили премию за популяризацию русской классики. Почему вы это делаете и чем она для вас актуальна, эта русская классика? В русской классике все заложено, на самом деле. Для нас, современных людей, живущих уже в 21 веке, есть все. Все. Есть и характер человеческий, который, к сожалению, к великому не меняется, к сожалению, с тех времен, с Островского, тем более Островский, это, знаете, такой русский Шекспир, я бы назвал, наверное, ну, по масштабу, но все равно все характеры русские представлены настолько ярко, сочно. И пороки, и достоинства, все есть в героях Островского. Поэтому для меня важно было соединить 3 пьесы и населить огромный губернский город, огромное количество персонажей, различных характеров, различных героев. Есть люди достойные, есть благородные, есть порочные люди, есть порок алчности, есть искушение славой, деньгами. Все то, чем на самом деле живет современный человек. Поэтому классика на самом деле очень близка нам сегодняшнему. Там все заложено. Даже, в принципе, не надо ее осовременивать и одевать в современный костюм. В текстах все есть. Сколько ж можно воровать, так как говорит Савва Геннадьевич Васильков. «Я из бюджета не выйду», говорит Савва Геннадьевич Васильков. Это вообще, мне кажется, фраза, которую можно плакатом повесить в Государственной Думе, я не знаю, в правительстве. Все то, чем живет человек современный, есть и у Толстого, есть и у Достоевского. Антона Павловича Чехова, конечно же. Русский интеллигент, все мучения, страдания русской интеллигенции. Да и не только русской интеллигенции, вообще интеллигенции, потому что мы живем в обществе, где действительно присутствует интеллигенция, и люди простые, люди, которые действительно не отрываются от телевизора. Задача театра все-таки немножко оторвать от телевизора и прививать хороший вкус. А классика позволяет действительно зрителю воспитываться, прививать хороший вкус. Классика. Понятно, есть осовремененная классика, которая порой ставится таким образом, что она убивает уже и последнюю, даже частичку хорошего вкуса, который еще сохранился. Порой современная постановка классики убивает и этот даже маленький, еще сохранившийся, еще теплящийся хороший вкус. Смотря какая постановка, конечно. Я все-таки люблю такой человеческий театр, и актерский театр, и уважать автора, действительно уважать его, уважать. Все, что заложено в классике, это и есть современное прочтение. Сергей, а правда, что в своем театре вы вводите для актеров занятия по этикету? И зачем вы это делаете? Да, это правда. Мне очень важно, чтобы актеры научились и этому. К сожалению, в театральных вузах этому не учат. Это преподавали в школе-студии МХАТ. Отцу, когда он учился еще в 60-е годы, когда он учился в школе-студии, да, тогда преподавали, и тогда были педагоги, которые знали, которые умели, не просто потому, что когда-то кто-то их научил, потому что они с того времени знали это. Но это необходимо для того, чтобы классика была классикой, чтобы играть, допустим, эпоху 19 века, что это были люди из 19 века. Вы порой даже телевизор смотрите, если хороший все-таки фильм, телевизионный фильм, вы сразу можете отличить, где попадание в эпоху есть или где люди просто ряженые, одеты, говорят современным языком, и по этикету не совпадает, вы не понимаете, что происходит. Полное ощущение, что просто люди оделись в другую одежду, но все настолько современно, и вы не чувствуете времени, не чувствуете. Или, допустим, вы смотрите «Потрясающее собачье сердце» Бортко, и вы понимаете, что это то время. Это профессор Преображенский, это Барменталь и Шариков в своих времен. Вот ощущение. Поэтому для меня важно, что действительно преподают и этикет будут преподавать в театре, помимо, на самом деле, сцен движения, сцен бой, сцен речь обязательно. Плюс, на самом деле, и художественное слово я, наверное, введу, потому что по спектаклю «Посвящение Лермонтову», которое я поставил, чтение стихов, мне приходилось практически порой артистов обучать с нуля. Если уж мы играем в 19 век, слово, речь несовременное, иначе не получится вот это вот впечатление, ощущение эпохи. Для меня это важно.
Сергей, какой вы режиссер? Вы строгий или дающий больше свободы? Мои артисты уже требуют, чтобы я поставил еще спектакль и ставил, потому что им, ну, как мне кажется, поскольку они требуют этого, им, наверное, понравилось работать со мной как с режиссером, и потом я все равно не оставляю этого занятия, потому что поставил на шлака камень, сделал литературный спектакль, но все равно это спектакль на малой сцене, посвящение Лермонтову, который и сам сыграл, почитал Лермонтова. И в то же время, допустим, сейчас тоже помогаю, и по Маугли помогаю. То есть я как актер многое вижу изнутри. В чем, наверное, преимущество актеров-режиссеров, это я, глядя опять же на Олега Павловича Табакова и в первую очередь на своего отца Виталия Сергеевича Безрукова, потому что он как актер и режиссер, многое пропуская через себя, уже по опыту своему ты понимаешь, что вот так точнее. Поэтому даже порой, когда артист не понимает, тебе проще показать. Как Петр Наумович Фоменко, абсолютно гениальный режиссер, как он порой показывал артистам настолько точно. Только повторите. Порой повторить не могли так, как он показывал. Ну, посмотрите на потрясающих актеров мастерской Фоменко. Для меня даже порой, допустим, да, объясняя иногда очень точно, я, допустим, проигрывая роль за каждого, проигрывая, точно показывая, что я хочу от актера. И это имеет успех, потому что я очень заводной режиссер, абсолютно такой фантазер и заводной режиссер, это да. То, что я очень люблю своих артистов, это тоже да. Я их обожаю. Потому что я сам актер, я знаю природу актерскую, поэтому мне очень важно. Актерский театр, актеры. Нужно сделать так, чтобы им было комфортно. Комфортно не то, что они расслабились, нет. Чтобы вытянуть из каждого актера максимально его таланты, его умения. И если он что-то вдруг не умеет, ну или не дано, я придумаю. Я прикрою так, что никто и не заметит этих недостатков. Я сделаю максимально так, чтобы этого недостатка не будет. Его никто не увидит. Наоборот, вытягиваю достоинства. Недостатки я немножко притушу. Но максимально сделать так, чтобы каждый из актеров выглядел его величество актер. Это самое важное. Поэтому будем работать дальше. И задумок очень много, и актеры ждут мои. А так, до встречи с 24 февраля. Жду вас на спектаклях Московского губернского театра. Нашла коса на камень 2 спектакля с тифлокомментариями, в том числе яркий большой спектакль «Праздник», в главной роли Дима Дюжев. Первое-второе пришествие, постановки Сергея Пускипалиса. Алексей Слоповский. Замечательный, потрясающий спектакль, философский, трагикомедия. «Прекрасное далеко» с Антоном Богдановым. И мюзикл-хрюзикл про 3 отважных поросят. Сделайте подарок своим детям 3-летнего возраста. Ну, что-то час идет спектакль с потрясающими голосами, актерские работы, опять же, и голоса какие, как они поют. Это мюзикл, но час такого абсолютно детского восторга. Так что приходите, я буду вас ждать. Сам приеду, вас встречу. Сергей, спасибо. Под занавес очень короткая рубрика из вопросов и ответов. Сергей, в чем ваши источники вдохновения? В жизни. А какое самое яркое событие произошло с вами за последний год? Вы знаете, я повзрослел и стал художественным руководителем. Если бы вы поймали золотую рыбку, какие 3 желания вы бы загадали? Я, наверное, благополучие моим артистам и моим близким, родным. Вообще благополучие всем, потому что самое главное, чтобы всем было хорошо. Мира, добра, и чтобы все были счастливы. Вот это было бы здорово. А что спасет мир? Любовь, я думаю. Конечно же. Это не новый ответ, но это действительно так. Спасибо большое, Сергей, за участие в нашей программе. Спасибо. До свидания. До свидания.